Мое личное убеждение и уверенность состоит в том, что лидеру крымско-татарского народа, народному депутату Украины Мустафе Джемилеву, никто запрета в Крым, на его родную территорию, не делал и не давал. Дело в том, что некую бумагу без подписи, без печати вручили ему якобы представители незаконного, вооруженного, парамилитарного формирования, которое принято называть самооборона Крыма. То же самое происходило фактически вчера, когда представители незаконного парамилитарного формирования под названием «Самооборона Крыма» без всяких законных оснований, с частной собственности, принадлежащей благотворительной организации фонда «Крым», где расположена и приемная, в частности, народного депутата Мустафы Джемилева, сняли флаг Украины. То есть действовали эти люди без законных на то оснований. То есть фактически совершали преступление. Сегодня, когда Мустафа Джемилев покидал территорию Крыма, отправляясь на место своей работы в Киев, осуществилось то же самое. Пограничники, как известно, извинились перед ним и сказали, что они не контролируют этих товарищей. Соответственно, на мой взгляд, властям Российской Федерации, властям Крыма давно необходимо принять решение о том, что на территории Крыма действуют некие незаконные, неподконтрольные, вооруженные люди. Соответственно, необходимо этих людей расформировать и разоружить, о чем Меджлис уже неоднократно заявлял. Поэтому с моей точки зрения и с точки зрения Меджлиса никто не запрещал нашему лидеру приезжать в Крым, когда ему на то будет угодно. Это некий такой провокационный момент получается. На самом таком решении, бумажку какую-то нам показали, которую я видел, ни печати, ни росписи, нету абсолютно таких вот официозностей в этом документе. Поэтому сразу возникает сомнение. Это, видимо, действительно некая какая-то самодеятельность определенных вот наших недоброжелателей, скажем так. Вот. И, видимо, они хотят посмотреть на нашу реакцию, как мы отреагируем на эти вещи. Я, как знаю, даже по этому вопросу связывались и с Аксеновым, который, кстати, не подтвердил эту информацию. Ну, конечно, если такая формально или официально состоится такой вот шаг от, скажем, властей, наверняка это будет исходить или из Москвы. Я не думаю, что здесь местные этот вопрос будут так решать. То есть она немного насторожит наше общество.